Ну, всем добрый вечер. Конечно, очень приятно то, что мы вернулись домой, сборная Казахстан по футзалу. Играйте дома, да, играйте в Казахстане. Ждем завтра аншлаги. Команда очень мотивирована, команда счастливая, что играете здесь, играть дома при своих близких, при своих людей. Я надеюсь, что завтра мы не подводим, что завтра мы делаем ту игру, которая ждет и которая заслуживает наш болельщик. Я думаю, что мы далеко от нашего самый большой потенциал, да, самый высоком уровне, который мы можем играть. По нескольким причинам. Во-первых, мы далеко не играем вместе. Второй момент – это только начало сезона. Футболисты еще не в тонусе. Да. Ну, не только мы, они-то, наверное, тоже, да, начало сезона. Но нам есть еще куда расти. Наши футболисты сами, мы понимаем, и как команда, и индивидуально нам есть и куда расти. Поэтому это только первая игра была, после 3 дня мы тренировались. Да, я думаю, что завтрашним матчем команда будет более сыгранная, более готова там, к матчу, да, в этой коллективе, да, потому что мы собрались, несмотря на то, что мы все знали друг друга, но это новый цикл, новый момент сборной, да, новый система работы, да, потому что если раньше я совмещал с Кайрат, сейчас только сборная, и мы встречались, раньше мы встречались чаще, базовая сборная, сейчас мы встретились, и через 3 дня уже игра. Поэтому нужно время тоже на эти адаптации. Что касается первого вопроса, да, Нидерланды, то, что мы анализировали, то, что мы видели, и к чему мы готовились, и это подтвердилось, да, когда мы играли. Но мы там очень хорошо играли, очень надежно, мы доминировали всю игру. Команда действительно прогрессировала, да. Если 3 года назад мы их обыграли 5-0, достаточно легкий матч, а сейчас уже мы доминировали игру, но легко не было. А что касается Румынии, да, есть натурализованный Савио, но он играть не будет, да, но они приобрели 2 новых футболиста, это Даниэл Араужо и Сосе, 2 натурализованных футболиста, которые они талантливые, хорошие футболисты, да, и также поможет команда. А Румыния, она команда такая, что они играют свою игру, они не смотрят, и это как-то перевес у команды соперники или их перевес, они спокойно играют и много матчей, большой процентов других команд имеют перевес, но все равно они выиграют, да. И в последнем матче с Азербайджаном также было. Азербайджан был перевес, они может сказать, что также доминировал, но все равно выиграл Румыния. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Что касается состава, да, вызовы это не на вес сбора, вызовы это на игру. И на этом матче я решил вместо тот футболист, который был, вызывать Акжел Дарбай, который очень хорошо себя проявил, и не только Кубок сейчас, себя проявил очень хорошо в прошлом году. И, как я всегда говорю, любой футболист, который имеет паспорт, казахстанский паспорт, он является кандидатом в сборную. И сборная это не моя команда, это не команда у какой-то футболиста, это народная команда. Поэтому для всех и максимально будет возможности, дайте возможности футболиста, я буду давать. Так же, как и вот молодой вратарь, который это ему, я ему объясню, это аванс, да, обычно по стандартам и сборная это такой вещь, что футболиста показывает, и мы тогда дадим ему вызовы, да. А в этом случае мы дали ему вызов, чтобы он сперва набрал опыта и потом мог показать, да. Это практика, это не первый раз. Я хочу просто использовать эти моменты, чтобы помогать этим молодым футболистам, чтобы
Если не сейчас, а через 2, через 3 года они получили что-то от этого опыта. Да, я вижу, что и здесь, в Казахстане, это нормально. Если это было в Бразилии или в Испании, никто это не понял, потому что там есть 20-30 игроков, которые могут играть. А здесь, к сожалению, нету. Я уже всем объяснил эти моменты, и поэтому такая практика привлекать, да, к нам молодые, я думаю, что это очень важно. В первую очередь, зависимость от воспитания самого человека. Да? Есть человек, который воспитанный, который понимает эти моменты, который не летит в облака. И когда эти молодые приезжают сюда, я сразу дам им это понять, что это аванс для вас, это сделано, да, для вас. Да? И вы не думаете, что вы уже необходимы для сборной. Нет, необходимые для сборной это другие футболисты. А сборная необходима для тебя, чтобы ты мог вырасти. И если футболист это поймет, только вверх. А если он не поймет, он остается каждый раз подальше от сборной. Все эти факторы. Как он себя ведет и рядом со мной, и как он себя ведет у себя в клубе. Потому что я имею связи с всеми тренерами, и это визовые, она не сделана просто так. Я думаю, и давай буду вызывать. Я связываюсь с тренерами, узнаю, какой его подход к тренировке, к профессионализму, по человеческому качеству. Иногда ошибаемся. Я не могу сказать, что нет. Иногда мы ошибаемся, иногда я уже слышал негативные отзывы и все равно вызывал, хотел посмотреть рядом, и подтвердилось это. Но, говорю, мы в поиске футболистов. Да, футболисты, которые должны быть не 14 игроков. Да? К сожалению, в Казахстане у нас есть 8, 9, и потом у нас есть 20, 21. Это провал вот здесь. Эти футболисты, которые могут прийти и составлять конкуренцию, там, Турсагулов, Воразов, Акбаликов, у нас этого пока нет. И мы ищем, и нам все надо делать, чтобы эти футболисты были, которые сейчас нету. Тяжело было, потому что, во-первых, эти людей мы работали уже давно, во-вторых, это было неожиданно, да, и третье, потому что эти новые тренерские штабы, мы есть и неопытные людей, да, и также есть неналаженная работа, да. Но, во-первых, я думаю, что и здесь, начиная, не знаю, с меня или до последней, не говорю последний, да, до конца и список персонала и тренерской штабы нету незаменимых. Это нету такого. Поэтому кто придет, кто ушел, кто придет, и должны работать. Нелегко сейчас первые сборы, потому что, как я сказал, не налаженная работа. Но это люди, которые, я уверен, что мы будем набирать и опыт вместе, понимать друг друга. Это только хорошие людей, я это могу сказать. Мы создали, не даст меня врать, создали сначала семью, близкие отношения, дружные отношения, а сейчас уже мы поймем, как и работаем друг с другом. Я начинаю с конца. Конечно, для меня уже намного легче делать анализы с этой игроки, потому что я сейчас человек свободный, чтобы смотреть всех матчей, которые возможны в Казахстан, да, или футболиста, который за рубеж тоже играет. Второй момент, отношения с Кайрат и с тренером Кайрат, ничего не сменилось. Я думаю, мы не поругались, просто мы выбрали другой путь для и сборной, и для Кайрата тоже. Потому что мы надеемся, что это решение, что будет отдельный тренер Кайрат и сборной, это не решение только хорошо для сборной, это и хорошо для Кайрат. И мы это надеемся, потому что мы болеем за Кайрат, хотим успех Кайрат.
Поэтому здесь есть и, конечно, минус, то, что когда совмещал я, и может и это вредило как-то Кайраты, что там я уже начал готовить и сборную, да, и может и это вредило Кайрат. А сейчас я должен ждать, пока они приходят ко мне, чтобы начинать их готовить. И много тем, что как и Кайраты будет играть, и будет определить, и как и мы здесь будем играть. Потому что нету абсолютной правды, как правильно футзал играть. На самом деле это надо как футболистам удобно и как и приносит пользу. Если они будут и по-другому играть в Кайрате, и базовая сборная, и будете сюда прийти, мы будем анализировать, и у меня никакие проблемы, никакие эго, чтобы сказать, нет, не хочу делать, как там тренер делает. Самое главное, приносить пользу.